Новые запреты в белорусских школах, работа за копейки в известной сети ресторанов, $3000 на семью и танцующий парень в минском метро. Это сети хот-дог, мы ищем для вас все самое интересное. Давайте смотреть, что обсуждали и из-за чего спорили белорусы в последние пару дней. Начнем с актуального. С 1 сентября в Беларуси вступает в силу новый кодекс об образовании, и чиновники анонсировали, что вместе с кодексом в школе начнет действовать и запрет на использование мобильных телефонов, которого, к слову, в самом документе не прописано. Но, как говорят представители Минобразования, тема эта уже перезрела и, наконец-то, будет доведена до своего логического завершения. Это цитата. Кстати, в качестве причин такого запрета называют не только потерю внимания на уроках, мол, дети могут постоянно отвлекаться на гаджеты, но и отсутствие контроля за информацией, которая оттуда, из телефона, то есть детям поступает. Как это будет работать? При входе в школу телефоны нужно будет сдавать, за сохранность будут отвечать сотрудники школы, а возвращать гаджеты планируют в конце учебного дня. К слову, еще в начале года чиновники обещали, что на переменах детям все-таки будут разрешать в экстренных случаях звонить родителям. Но в итоге правила ужесточили, и школа теперь официально территория без телефона. Белорусские родители уже вовсю обсуждают новый запрет в соцсетях, и мнения, как обычно, абсолютно полярные. В основном родители младшеклассников волнуются, что учитель просто не в состоянии будет оперативно сообщать о проблемах детей. Их же много, а учитель один. Кто-то волнуется за сохранность самих телефонов, кто-то видит в запрете не заботу о детях, а желание администрации все контролировать. Мнения учителей, кстати, тоже разделились. Одни пишут, что раньше спокойно договаривались с детьми сдавать телефоны перед уроком, и все было хорошо, а другие, наоборот, считают, что только полный запрет решит проблему дисциплины в школе. И пока вы пишете свое мнение в комментариях, вот вам несколько фактов о том, как это работает в других странах. Во Франции после тестового периода подобного запрета с сентября этого года тоже решили ограничить использование гаджетов на весь учебный день. Там такой проект называется цифровой паузой. В Нидерландах похожая история. Раньше телефонами нельзя было пользоваться только старшеклассникам, а теперь это касается и младшей школы. В Греции телефоны не забирают, но просят их выключать и держать в портфелях. За нарушение могут даже от занятий отстранить. Так что все у нас по тем самым европейским стандартам. Едем дальше. Еще одно горячее обсуждение в соцсетях – тикток-минчанки, которая не очень удачно подработала в Хинкальне. Объявление женщина нашла в Телеграме, где за 7 рублей в час нужно было целую смену, 8 часов, мыть посуду. Но на деле оказалось, что помимо посуды пришлось еще вымыть несколько складских помещений, туалеты, раздевалки и снова посуду, которой в конце рабочего дня стало еще больше. В итоге я справилась, кроме 4 противней против очень засаленных и жирных. Я их оставила в мойке, разрешили благодушно ребята из зала, которые сидели, ждали, пока мы там это все почистим. Только потому, что я была с дочкой, и та уже засыпала. Уже было 11:30 ночи. Меня наконец-то отпустили. Перед этим, конечно, проверив на камеру сумку и рассчитав. По словам женщины, такой объем работы точно рассчитан на 5, а за уборку помещений команда клинеров взяла бы не меньше $100, а ей за все это в конце рабочего дня заплатили всего 52,5 рубля. В итоге женщина назвала этот опыт унизительным и призвала других не соглашаться на такие подработки. В комментариях под видео многие написали, что 7 рублей в час, правда, очень мало за такой труд, и что это, к сожалению, обычная практика – приглашать на разовую работу одного работника вместо 5. Кстати, один из комментаторов написал, что на стеклозаводе одна 12-часовая смена стоит всего 87 рублей. Тоже звучит не очень, если честно. Особенно, когда ежемесячный бюджет молодой семьи около $3000. Да-да, вот такая сумма, 8-9 тысяч рублей ежемесячно необходимо одной белорусской семье. Сколько нужно денег, чтобы прожить в молодой семье в Минске? Первая, самая большая статья расходов – это кредит на квартиру. У нас он составляет 2550 рублей. Дальше коммуналка, оплата телефона и интернета примерно 150 рублей. На продукты уходит примерно 1500 рублей, с учетом того, что иногда мы заказываем доставку. Одежда зависит от сезона, но возьмем по минимуму 500 рублей. К основным тратам плюсуем бытовую химию, кредит, и отложить немного не мешало бы. В итоге сумма минимальных расходов
5200 рублей. Но по словам авторки видео, этого очень мало. И чтобы не считать каждую копейку, ее семье нужно около 8-9 тысяч рублей. Под видео, конечно, горячие споры. Одни пользователи соглашаются с цифрами, другие удивляются, откуда такие бюджеты, ведь многие живут на гораздо меньшие суммы, а этот, слишком завышенный. Особенно многих возмутило то, сколько семья тратит на продукты, около 1500. Вот тут, а еще потом вот тут оставим вам ссылки на видео распаковок из белорусских продуктовых магазинов. Чеки там разные. Пишите, что думаете и сколько вам нужно для комфортной жизни. Будем вместе визуализировать. Следующая новость про парк Горького, который на днях заработал после масштабной реконструкции. Реакция минчан на нее, очень разная. От что за убожество до очень круто. Давайте разбираться. 3 года назад минчан звали на общественное обсуждение концепции реконструкции, одним из главных изменений которой был снос легендарного кафе «Бухта моряка», того самого здания с башенками 1985 года. Ремонтировать его не стали, затратно и невыгодно. Теперь это место выглядит вот так. Еще по плану было изменить внешний вид кафе и торговых точек вдоль набережной. Получилось вот так. Еще обновили детские площадки и оборудовали небольшой пирс для прогулочного катера. Детская площадка и правда симпатичная. Это отметили многие минчане, которые уже успели сходить в обновленный парк. А вот зачем открытые террасы кафе заменили на павильоны, заклеенные пленкой, не очень поняли. И отдельная боль кафе с башенками. Многие правда надеялись, что здание восстановят. Все-таки оно было очень символичным и знаковым. И классика. Кто-то пишет, мол, у парка теперь нет души, все под копирку. А кто-то наоборот, сделать так надо было еще 10 лет назад. А вам как, понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписались. А мы вам на финал самое интересное. Уже видели этого харизматичного парня, который танцует на станциях метро и снимает себя на видео? А наши журналисты с ним познакомились. Это минчанин Дима. Заниматься танцами парень начал в 15 лет. Танцевал и один из команды, успел поработать аниматором, администратором, официантом, а теперь работает бариста и иногда актером. 2 года назад Дима стал выкладывать свои танцы в ТикТок. Говорит, хотел, чтобы люди смотрели ролик и думали, как же ему хорошо. И заряжались этим. Кажется, все получилось. На этом все. С вами был City Hot Dog. Лайк, подписка. Увидимся через неделю.